سعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Открытие Мекки. Одним из пунктов перемирия Аль-Худайбия была возможность выбора: или вступить в союз с Мухаммедом, или вступить в союз с курейшитами. Племя Хузаа заключило союз с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, а племя Бану Бакр заключило союз с курейшитами. Прошло время, и племя Бану Бакр напало на племя Хузаа. Курейшиты в этом сражении стали помогать племени Бану Бакр имуществом, оружием и людьми. Они думали, что сведения об этом не дойдут до Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Курейшиты выходили ночью и сражались вместе с людьми Бану Бакр. В ходе сражения племя Хузаа перешло на запретную для войны территорию. Однако бакриты не остановились. Тогда Амр ибн Салим аль-Хузаи поспешил в Медину. Он пришел к пророку, мир ему и благословение, сидящему в мечети. Он вошел и начал читать стихи, в которых обращался к Аллаху за помощью и напоминал о союзе между племенем Хузаи и посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда посланник Аллаха сказал перед людьми: «Мы окажем тебе помощь, о Амр ибн Салим». Затем на небо набежали тучи, и пророк промолвил: «Появление этих туч, о Амр, начало помощи». Он возвещал, что помощь близка, и она уже идет к ним. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил сподвижникам, что курейшиты нарушили договор, заключенный между ними. Затем он сказал: «Похоже, прибудет Абу Суфьян. Я словно вижу его. Он приедет, чтобы подтвердить договор и продлить его». Прав был пророк. В это время неверующие курейшиты собрались на совет. Они опасались, что сведения об их помощи дойдут до посланника Аллаха, и из-за этого договор будет разорван. После раздумий они решили послать одного из курейшитов, чтобы уверить Мухаммада, посланника Аллаха, в том, что договор остается в силе. Начали выбирать, кого послать. Абу Суфьян сказал: «Я поеду к нему». Прав был пророк. Абу Суфьян поспешил к посланнику Аллаха в Медину. Только въехав в Медину, он направился в дом своей дочери, к жене пророка, к Хабиби. Войдя к ней, он пожелал сесть на постель пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако Хабиба поднялась и отодвинула постель от своего отца, Абу Суфьяна. Тогда Абу Суфьян спросил: «О, доченька, что ты делаешь? Эта постель слишком хороша для меня, или я слишком хорош для этой постели?» Она ответила ему: «Это постель посланника Аллаха, а ты нечистый многобожник». Это было проявление любви ради Аллаха и непричастности к многобожникам. Даже если это отец, но посланник Аллаха выше его. Она убрала постель, а Абу Суфьян воскликнул: «После того, как ты покинула меня, с тобой случилось нечто плохое». А потом он ушел и принялся искать пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Найдя пророка, Абу Суфьян направился к нему, чтобы договориться о продлении договора. Пророк ничего не ответил на его слова. Каждый раз, когда Абу Суфьян обращался к посланнику Аллаха, пророк отворачивался от него и не отвечал. Тогда Абу Суфьян направился к Абу Бакру.
Он попросил его заступиться за него перед пророком. Однако Абу Бакр также ничего не ответил ему. Потом Абу Суфьян направился к Умару ибн аль-Хаттабу. Он сказал ему: «О, Умар, обратись с ходатайством за нас перед Мухаммадом». На что Умар воскликнул: «Неужели я буду делать это? Клянусь Аллахом, даже если бы у меня был лишь муравей, то я сражался бы с ним против вас». Умар дал понять, что ничего для помощи им предпринимать не намерен. Тогда Абу Суфьян направился к Али и обнаружил его вместе с Фатимой, его женой, и их сыном Хасаном. Он попросил Али ходатайствовать за него перед пророком, на что Али ему ответил: «Я не сделаю этого и не думаю, что это поможет вам. Пророк решил то, о чем он не передумает». И тут Абу Суфьян увидел маленького играющего Хасана. Тогда он сказал Фатиме, да будет доволен ею Аллах: «Не скажешь ли ты этому мальчику, чтобы он взял нас под защиту, и чтобы благодаря ему Аллах примирил арабов? И люди до конца веков стали бы говорить о нем». Али ответил ему: «Этот мальчик не будет делать этого, и я не думаю, что кто-либо сделает это, о Абу Суфьян. Однако попробуй обратиться к людям и попросить защиты, если с этим согласится пророк. То это одно, а если нет, то тебе ничего не поможет». Абу Суфьян поступил именно так, но пророк ничего не ответил ему. Потом он поспешил в Мекку, чтобы предостеречь людей. Когда он прибыл туда, его стали расспрашивать о новостях. Он сообщил им все. И люди Мекки испугались, что посланник Аллаха отступится от договора. Пророк собрал людей для выступления в поход на Мекку и сражения против мекканцев, так как они нарушили договор, заключенный между ними. Посланник Аллаха мобилизовал войско, подготовился к походу и назначил время для выхода. Однако до этого он воззвал Господу своему, сказав: «О Аллах, укрой нас от глаз людей, чтобы они не узнали о нас». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пожелал застать курейшитов врасплох. И действительно, так оно и получилось. Только один из сподвижников по имени Хатиб ибн Аби Балта проявил слабость. Он написал курейшитам письмо о том, что Мухаммад идет на них войной. Это письмо он передал женщине, чтобы та скрытно отвезла его. Об этом Аллах в Откровении сообщил своему пророку. Посланник Аллаха позвал Али, Аль-Мигдада, Аз-Зубейра и других сподвижников, чтобы те направились в местечко Раудахах, нашли женщину-путешественницу и забрали у нее письмо. Сподвижники поспешили в то место и действительно обнаружили там женщину. Они обыскали ее вещи, но ничего не нашли. Тогда они повелели ей: «Отдай нам письмо». «У меня нет письма», — ответила она. На что Али сказал: «Ты врешь, а посланник Аллаха говорит правду. Или ты вытащишь письмо, или мы непременно разденем и обыщем тебя», — сказал ей Али. Тогда она достала письмо из своих волос. Письмо было доставлено пророку. В нем Хатиб предупреждал курейшитов о прибытии посланника Аллаха. «Что ты наделал, Хатиб?» — спросил его посланник Аллаха. На что он ответил: «Клянусь Аллахом, я не отступился от своей веры. Воистину, я люблю Аллаха и его посланника. Однако моя семья находится среди курейшитов, и нет у меня там никого, кто бы мог защитить их. Я желал защитить их». Умар воскликнул: «О посланник Аллаха, позволь, я отрублю ему голову. Он стал вероотступником». «Нет, о Умар», — ответил пророк. «Откуда тебе знать? Может быть, Аллах посмотрел на участников сражения при Бадре и сказал: делайте, что хотите, я уже простил вам». А Хатиб участвовал в этой битве. Тогда Умар опустил свою голову и сказал: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Наступил месяц Рамадан 8-го года по хиджре. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел с 10-тысячным войском и направился в Мекку для ее открытия. По дороге в местечке Джухфа он встретил своего дядю Аббаса, который уехал из Мекки вместе со своей семьей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовался им. Проехав еще и достигнув местечка Аль-Абуа, пророк, мир ему и благословение, встретил сына своего дяди Абу Суфьяна ибн Хариса и сына своей тети Абдуллаха ибн Абу Умейя. Они также пришли к пророку, уже будучи мусульманами.
Однако посланник Аллаха не принял их, помня о тех сильных страданиях, которые они причинили ему, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый раз, когда они пытались заговорить с ним, пророк, мир ему и благословение, отворачивался от них. Тогда Али дал совет Абу Суфьяну: «Прочти ему то, что сказали Юсуфу его братья». Абу Суфьян прочел пророку, да благословит его Аллах и приветствует, эти строки из Корана, сказав: «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил им: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он милосерднейший из милосердных». Войско приблизилось к окрестностям Мекки. Все 10-тысячное войско подошло к Мекке. Наступила ночь. Пророк повелел разжечь огонь. Каждый воин этого огромного войска развел костер. Земля вокруг Мекки осветилась из-за многочисленных костров. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, построил войско. 10 тысяч воинов осветили окружавшую их местность. Это было устрашающим для неверующих зрелищем. Это величественное зрелище упомянул Аллах в Коране за 8 лет до этого события, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, покинул Мекку вместе с Абу Бакром, который был вторым из двух. А сейчас пророк вернулся из Медины в Мекку вместе с 10-тысячным войском. «Ты вернешься, — говорит Аллах, — так как это обещал великий Аллах». Воины наполнили землю светом от своего огня. Из Мекки вышел Абу Суфьян ибн Харб. Не тот, о котором мы недавно говорили. Он был командующим войск неверующих. Он увидел это зрелище, и оно поразило его. Каково это войско? Абу Суфьян ибн Харб сказал: «Клянусь Аллахом, я не видел столько огней подобного лагеря». Его слова услышал Аббас, дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аббас обратился к нему: «Абу Ханзаля». А тот, в свою очередь, узнал Аббаса и сказал: «Абу Фадль». Они встретились. Тогда Абу Суфьян спросил его: «Что же это, о Абу Фадль?» На что Аббас ответил: «Это посланник Аллаха со своим войском. Клянусь Аллахом, плохо придется курейшитам. Что же мне делать, о Абуль-Фадль? Если посланник Аллаха увидит тебя, то отрубит тебе голову. Так садись же на эту мулицу». У Аббаса была мулица пророка. Аббас посадил его на мулицу позади себя и закрыл его лицо, а затем поехал вместе с ним между кострами. И каждый раз, проезжая мимо группы мусульман, люди спрашивали: «Кто это?» «Это мулица посланника Аллаха», — отвечали другие и оставляли их. Так они доехали до огня, возле которого сидел Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он узнал Абу Суфьяна и воскликнул: «Это Абу Суфьян, враг Аллаха и его посланника. Хвала Аллаху, который отдал нам тебя». И Умар поспешил к посланнику Аллаха, чтобы порадовать его этой новостью. Однако Аббас приударил мулицу и прибыл к посланнику Аллаха до прихода Умара. Аббас вошел к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, я взял под защиту Абу Суфьяна». Тогда посланник Аллаха сказал ему: «Уведи его и переходи с ним с утра». Абу Суфьян ту ночь провел у Аббаса. Огни лагеря освещали всю землю вокруг. Войско готовилось для завоевания Мекки. На утро Абу Суфьян с Аббасом пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха сказал ему: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Разве ты не знаешь, что нет иного Бога, кроме Аллаха?» На что Абу Суфьян ответил: «Клянусь Аллахом, если бы был другой Бог, то он бы помог мне». Абу Суфьян уверовал, что нет Бога, кроме Аллаха. Пророк спросил: «Не пора ли тебе засвидетельствовать, что я посланник Аллаха?» «У меня до сих пор есть сомнения в этом», — ответил Абу Суфьян. Аббас начал настаивать, пока Абу Суфьян не сказал: «Я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха».
Аббас сказал Абу Суфьяну: «О Абу Суфьян, иди к своему народу и предупреди о том, что войско Мухаммада направляется в Мекку для ее завоевания». Мусульмане были сильны физически и верой, и шли, сотрясая землю, по всем дорогам Мекки, как это приказал им пророк. Абу Суфьян поспешил в Мекку. «О курейшиты! О курейшиты! О курейшиты! Мухаммад привел к вам такую силу, с которой вам не справиться». Люди начали собираться вокруг него. «Что же нам делать, о Абу Суфьян?» Тогда он провозгласил: «Кто войдет в дом Абу Суфьяна, тот будет в безопасности». В это время войско мусульман продолжало путь. Они шли по всем дорогам Мекки, на каждом пути батальон. О происходящем узнала жена Абу Суфьяна, Хинд бинт Утба. Она посмотрела на своего мужа и поняла, что он сдался. Она подошла к нему, стала ругать его и призывать людей убить ее мужа, Абу Суфьяна. Тогда Абу Суфьян воскликнул: «Не слушайте ее. Воистину, Мухаммад пришел к вам с войском, против которого у вас нет ровни. Что же нам делать?» — стали вопрошать люди. «Кто войдет в дом Абу Суфьяна, тот будет в безопасности», — ответил он им. Тогда они сказали: «Да разразит тебя Аллах. Что же твой дом может сделать для нас?» Тогда он ответил: «Вошедший в свой дом в безопасности и вошедший в запретную мечеть в безопасности». Люди поспешили в свои дома и стали наблюдать, как войско Мухаммада направляется к запретной мечети, из которой они были выгнаны за несколько лет до этого, а сейчас они возвращались в нее. Что же касается Халида ибн Аль-Уалида, да будет доволен им Аллах, то он взял батальон и направился дорогой, на которую ему указал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Там им преградила путь группа многобожников из сброда и неразумных людей. Халид ибн Аль-Уалид сразил их, а затем направился к холму Ас-Сафа, как ему повелел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Аз-Зубейр достиг горы Аль-Худжун, дошел до места, до которого ему приказал дойти пророк. Там он водрузил знамя и поставил палатку для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Войско ислама направлялось к запретной мечети по всем дорогам. Многобожники разбежались по своим домам и принялись наблюдать оттуда за мусульманским войском. Воины сотрясали землю и входили в запретный дом Аллаха. يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تساوى معنا يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب. Вот оно, войско веры, войско ислама входит в благословенную Мекку. Посланник Аллаха встретился с войском в том месте, которое и было оговорено. А затем они стали входить в Мекку со всех ее ворот, чтобы наполнить ее верой после того, как она была наполнена неверием и многобожием. Вот войско единобожия входит в Мекку, как им пообещал это Всевышний Господь. Вот оно, открытие Мекки, которое было упомянуто в Коране. Сейчас исполняется данное обещание, и изгоняются дьяволы земные и дьяволы из джиннов. Так входят пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники в запретный дом Аллаха. Здесь, в этом месте, причиняли страдания пророку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Именно здесь, в этом месте, тащили Биляла по пустыне. Здесь, на этой земле, мучили сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь была убита мать Аммара, и был зарезан его отец. Здесь причиняли мучения сподвижникам посланника Аллаха, мир ему и благословение. А сейчас они пришли сюда для открытия запретного дома Аллаха. Первое, с чего начал пророк, это дотронулся до черного камня. После этого он начал совершать обход вокруг Каабы. Сподвижники делали это за ним. А после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники вошли в это пречистое место, посланник Аллаха пожелал очистить его так же, как очистил его праотец его, Ибрахим, со своим сыном Исмаилем, мир им.
Сподвижники пророка направились к идолам. Перед ними шел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они приблизились к идолам, чтобы разрушить их с помощью великого и всемогущего Аллаха. يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تساوى معنا يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تساوى مع نجد فتح الحجاز اللي تساوى مع نجد كل الملا صفت على رؤوس الأشهاد. Каждый раз, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо идола, он ударял его палкой, читая при этом слова Всевышнего Аллаха. Все идолы были брошены на землю. Разрушался идол за идолом. На этой благословенной земле не осталось места ни одному идолу. Разрушив признаки многобожия вокруг Каабы, посланник Аллаха направился вовнутрь ее. Он вошел туда, чтобы очистить ее. Он подходил к каждому ее столбу и повторял: «Аллах велик, Аллах велик». Внутри он увидел портрет Ибрахима и Исмаиля, мир им обоим, гадающих на стрелах. Он снял их портреты и сказал: «Клянусь Аллахом, они никогда не определяли свою долю по стрелам». Очистив Каабу изнутри, пророк встал в дверях Каабы и стал возвеличивать и восхвалять Аллаха, произносить свидетельство единобожия, говоря: «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет у Него сотоварища. Ему принадлежит вся власть и хвала. И Он на всякую вещь мощен. Он помог своему рабу, был верен своему обещанию, и Он один разбил союзные племена». Все люди смотрели на посланника Аллаха. Они остановились у дверей запретного дома. Людьми была заполнена вся прилежащая к мечети территория. Там были и верующие, и многобожники. Курейшиты смотрели из окон своих домов. Все они ожидали, что предпримет пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Ждали его решения в отношении мекканцев. А ведь за 8 лет курейшиты пытались убить посланника Аллаха, и он покинул это чистое место, переселившись. Ему причиняли страдания на протяжении 21 года, выгнали, мучили, воевали с ним и убили любимых ему людей. Сейчас же пророк станет исполнять закон Всевышнего Аллаха среди них. Пророк встал у дверей Каабы и обратился к людям: «О люди, о курейшиты, воистину, Аллах удалил от вас бахвальство своими отцами и порицание родословных. Все люди происходят от Адама, а он был создан из земли». Затем он прочитал слова Аллаха: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Курейшиты ожидали решения пророка в отношении их. Посланник Аллаха провозгласил: «О люди, как вы думаете, что я сделаю с вами?» Многобожники ответили ему: «Ты благородный брат и сын благородного брата». Сейчас он стал благородным братом после того, как они на протяжении многих лет изгоняли его, ранили его и убили любимых для него людей. Посланник Аллаха ответил им: «Я отвечу вам так же, как сказал Юсуф своим братьям: сегодня я не стану укорять вас».
идите, вы свободны. Аллах велик. Идите, вы свободны. Пророк простил их. Люди обрадовались этому, и каждый из них, ощутив безопасность, вышел из дому. Посланник Аллаха велел убить лишь несколько старейшин из курейшитов, тех, которые были наизлейшими врагами ислама, даже если их обнаружат держащимися за покрывало Каабы. Пришло время молитвы, и пророк, мир ему и благословение, повелел Билялу, которого таскали по пустыне, которому причиняли здесь мучения, взобраться на крышу Каабы и провозгласить азан. Билял исполнил то, что было ему велено. Люди внимали посланнику Аллаха, и каждый из них приходил к нему, будучи в безопасности и во здравии. وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подозвал Усмана ибн Тальха. Ему он передал ключи от Каабы, сказав: «Это вам, и не отберет у вас их никто, кроме несправедливого». Пророк провел в Мекке 19 дней. Он обучал новообратившихся в ислам основам их религии. На второй день посланник Аллаха произнес проповедь, сказав: «Поистине, Мекку объявил священный Аллах в тот день, когда Он создал небеса и землю, и она остается священной до самого дня воскресения. Ни одному человеку до меня и после меня не разрешается ни проливать в ней кровь, ни вырубать деревья, ни охотиться на ней и не поднимать найденную вещь. Мне было позволено делать это только в течение определенной части дня, а сегодня она вновь стала священной». Так пророк объяснил людям запрещенные действия на запретной территории. После этого он разъяснил им некоторые положения шариата и ислама. Затем началась присяга людей. Люди стали обращаться к религии великого и всемогущего Аллаха, стали принимать ислам толпами. Пророк, мир ему и благословение, принимал их присягу у холма Ас-Сафа. Люди подходили к нему, а он принимал их присягу. После принятия присяги у мужчин пророк стал принимать ее у женщин. Присягу пророку, да благословит его Аллах и приветствует, начали давать женщины. Умар также был с пророком. Он также принимал присягу женщин. Первый пункт клятвы состоял в том, что женщины должны были поклясться в поклонении одному лишь Аллаху и оставить поклонение кому-либо иному. Среди пришедших женщин была женщина, прибывшая в боязни. Кто же это? Это была Хинд, дочь Утбы. Та самая, которая велела убить дядю пророка, Хамзу, во время битвы при Ухуде. Это она отправила Вахши для убийства Хамзы, а затем изуродовала тело убитого. Она причинила пророку сильные страдания. Сейчас же она пришла для того, чтобы принять ислам. Однако она боялась, потому что одела одежду, скрывающую ее, а после она пошла вместе с остальными женщинами, пришедшими для дачи клятвы пророку. Он принял их присягу в том, что они не станут поклоняться никому, кроме Аллаха. После он повелел им поклясться в том, чтобы не воровать. Тогда Хинд сказала: «Воистину, мой муж скуп». Она говорит о своем муже, Абу Суфьяне: «Воистину, мой муж скуп. Что будет, если я сама буду брать немного из его имущества?» — сказала она. Тут в разговор вмешался ее муж, Абу Суфьян. Испугавшись стыда, он воскликнул: «Бери из имущества то, что пожелаешь». Пророк узнал ее голос, несмотря на то, что она скрывалась среди других женщин. «Ты Хинд?» — спросил он ее. «Ты Хинд, дочь Утбы». Хинд поняла, что обнаружена, ведь она убила дядю пророка. «О пророк Аллаха, прости меня, и Аллах простит тебя», — произнесла она. Пророк улыбнулся и сказал: «Да простит тебя Аллах, о Хинд».
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Это было проявлением нрава и благородства пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После клятвы об оставлении многобожия и воровства пророк сказал: «И принимаю у вас клятву, что вы не будете прелюбодействовать». Хинд вновь воскликнула: «Разве свободная женщина будет совершать прелюбодеяние?» Аиша сказала ей: «О, Хинд, дай присягу». Все мы также давали ее. «И не убивать своих детей», — продолжал пророк. Хинд вновь воскликнула: «Мы растили их маленькими, а вы убили их, когда они выросли». Она имела в виду своих детей, убитых в битве при Бадре. Услышав это, Умар рассмеялся, а за ним улыбнулся и пророк. Закончив принимать присягу, пророк велел людям разрушить всех идолов, находящихся у них в доме. Хинд направилась к себе домой, взяла идола и сказала: «Клянусь Аллахом, из-за тебя мы пребывали в ослеплении». Затем она подняла его и разбила об пол. Люди разрушили идолов в своих домах. Ислам объял всю Мекку. Отец Абу Бакра до того времени все еще не был мусульманином. Он был преклонным старцем. Абу Бакр привел его к посланнику Аллаха. Пророк, увидев его, поднялся и сказал: «О, Абу Бакр, лучше бы ты оставил старца дома, и мы пришли бы к нему». «Нет, о посланник Аллаха», — ответил ему Абу Бакр, «ты более достоин того, чтобы приходили к тебе». Люди принимали ислам, входили в религию Аллаха толпами. Закончилось открытие Мекки. Ислам начал распространяться по земле. Аллах выполнил свое обещание, которое дал своему пророку и посланнику. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.